Салам алейкум, друзья, всем привет! С вами я, Абдулафор Хусайнов, и вы на канале Дружба народов. Сегодня я решил поработать в грузоперевозке, в Яндекс грузоперевозке и Профи.ру. И показать вам результаты, то что сколько на самом деле можно заработать, работая в грузоперевозке за один день. Тут бывают свои клиенты, Яндекс и Профи.ру. Не листайте, ребят, так как то, что вам интересно, может быть попадет либо в начале видеоролика, либо в середине, либо в конце. Поэтому пролистать не советую. Чтобы вы понимали, я на линии уже в Яндексе с 8 утра, точнее с 7:30. Вышел на улицу, думаю, дай-ка погрею или согрею, как говорится, разогрею машину. В первую очередь, конечно, мы сейчас сначала проверим масло, антифриз, воду. И потом уже заводим. Поверьте, я первый раз на Газели, как-то непривычно, но, блин, нормально. Газель есть газель, как говорится. Я так щеткой поднял, чисто, знаете, чтобы не мерзнули, не замерзнули, или как там правильно будет. Вот, знаете, ребят, я вот столько стараюсь, да, как бы изучаю русский язык, но все равно не хватает словарный запас. Для этого что нужно сделать? Конечно, нужно еще больше книги читать. Так что надо поставить цели, то, что в неделю не одну книгу надо читать, а две. Кстати, да, я каждую неделю по одной книге читаю. Ну, разные, конечно, где-то наши, мусульманские, исламские, где-то что-то о бизнесе, там... Кто подписан на меня в инстаграме, в сторисах, все сами видите, знаете. Как сказал наш брат Хазбик, погода бомба, честно говоря. Холодно на улице. Отлично. Антифриз есть. Так, не замерзайка, не полная, но есть. Так, там они не мерзнули, все хорошо, все хорошо. Так, проверяем масло. Масло тоже есть. Ребят, знаете, я перед тем, как хотел снимать это видео, я сначала звонил, ну, поинтересовался с ребятами, которые работают на Газели, что и как лучше для вас сделать. В дальнейшем, по-любому, сейчас возникнет вопросы у тех ребят, у которых есть Газели, которые захотят поработать на Газели. Кто только начнет, так скажем, прям как я, особо не знает. Зимой или летом, но зимой, конечно, почаще, да, летом можно так себе, как мне объяснили. Надо обязательно всегда проверять антифриз, масло, не замерзайку там, что и как, ничего не улетело, все нормально, все на месте. Если все на месте, то хорошо. Так что, вот так вот. Посмотрим, что с этого выйдет, ребят. Я надеюсь, все будет бомба. Салам алейкум. Все, у нас все заработало. Опа, отлично, все бомба. Вот на улице холодно, ребят, пока машина греется, есть такой небольшой лайфхак. Надо немножко, знаете, подиграть, разогреть себя, по-другому никак, короче. Или можно на улице выйти, пробежку сделать небольшую по кругу, знаете, чисто. Ну что, друзья, с первым заказом у нас. Время 9 часов 20 минут. Нам прилетел заказ, сейчас летим уже. Так, ну вот, ребят, у нас Алтувское шоссе 27А, Зеленодольская 28, корпус 1. Оплата 1651. Мы на первом заказе забрали автозапчасти, едем на вторую точку, чтобы выгрузить их. Знаете, как говорится, шукр, алхамдулилля, то, что нам дали этот заказ, но я бы сказал то, что она не очень выгодна, так как нам попал заказ маленький кузов, плюс без услуги грузчиков с Алтувского шоссе до Зеленодольской улицы, это район Кузьминки,
1500 рублей. Отсюда списывает Яндекс свой процент там, от 20 до 25, плюс еще таксопарк процентов 3. Ну, в общем, ребят, в конце смены посмотрим, что с этого выйдет и где выгодно работать, да, как бы в Профи.ру или в Яндексе. Ребята, мы закончили, как бы привезли первый заказ. Мы на линии в Яндексе, на сайте Профи.ру я уже искал, отправил заявки. Если меня выберут, то отлично. Если нет, то пока ждем заказов. И да, еще один момент, то что вчера нам звонил постоянный клиент. На сегодня у нас в 12 к часу там есть один заказ. Сначала мы сейчас позвоним, уточним у него время, во сколько удобно будет. Мы договаривались как бы 12 там до часа. Если сейчас надо будет ехать, то придется нам выйти с линии с Яндекса и ехать к клиенту. Так по чесноку будет, а то мы сказали по Яндексу будем работать и Профи.ру. Но свои клиенты мы же показываем вообще. Алло. Алло, да, день добрый, Александр, это Абдул беспокоит. Удобно говорить? Да. Отлично. А во сколько удобно будет нам приехать? Вот мы только освободились от одного заказа. На линии ждем заказ. Ну, ты же говорил, к 12 подъедешь туда. Да, к 12 удобно будет. Мы можем к 12 приехать. Вы в 12? Да, ты же говорил. Все. 12. Давай, 12. Все, отлично, хорошо. Я хотел просто у вас уточнить еще, чтобы, ну, как в прошлый раз же было там, ну, со временем проблем, поэтому хотел уточнить еще раз. Все, тогда мы едем. Нам ехать, получается, с Кузьминок до вас час 10 минут. Ну, 10, получается, к 12 ты никак не успеешь, да? 12-10 там вот так вот. 10-20. Ну, давай, максимум. Хорошо, Абдул, давай, до встречи. Все, давайте, ага, мы едем. Хорошо. Так, если не ошибаюсь, уже это третий или четвертый раз. Ну, точнее, третий, то ли четвертый рейс. Спускаю, ака. Каберус? Tamam? Спускаем грузовой лифт. Такая вот прикольная местечко. А самое страшное, точнее прикольное еще то, что мы постоянно договаривались вообще о цене, а сегодня мы не успели. Не знаю, что будет. Если 2000 дадут, то 2. Если 5, то 5. Чем меньше, тем лучше. А, не, наоборот. Вот он наш груз. Друзья, время уже 3:30. Мы все еще на втором заказе. Мы брали этот заказ у постоянного клиента. Не Профи.ру, не Яндекс. То есть Профи.ру мы первый раз взяли его заказ с Профи.ру. Ну, дальше уже начали работать без программы. По дороге я принял еще один заказ по Профи.ру. Нам надо будет по-быстрому выгрузить все это и сразу же лететь туда. Калужская улица. Калужская? Ну, метро, по-моему. В общем, тебе помочь? Да. А? Да, а ты не можешь? Да, я лучше посниму. Ты сам все справишься. В общем, бывают и такие моменты. Видите, два шкафа огромные. 3000 рублей договорились. Расстояние там 5-7, 10 километров. Сказали, в лифте не поместится грузовое. Но, блин, подъезд, смотрите, ребят, настолько узкий, то что я настолько худой, еле-еле помещаюсь. Ну что, друзья, на этом заканчивается наша прекрасная рабочая смена. 12,5 часов мы проработали. Полчасика мы сминусуем на обед, остается 12 часов. С 7:30 утра до 8 вечера. Поработали, получается, ребят, Яндекс, постоянные клиенты свои и Профи.ру. Как в начале ролика я рассказывал, ребят, с утра нам прилетел заказ по Яндексу. Это первый заказ на сумму 1500 рублей, второй заказ постоянный клиент 5000 рублей. И третий заказ по Профи.ру 3500 рублей. Мы договаривались, получается, 3000, но ну, плюс чаевые 3500. И тут еще один момент, то что мы не успели на четвертый заказ, которого тоже приняли. И завтра, иншалла, мы поедем за этим заказом. Мы звонили, нам сказали, то, что сегодня уже поздновато, лучше завтра с утра. Ребят, мы заработали 10 000 рублей. Отсюда мы сминусуем 1500, так скажем, на топливо. Остается 8500 рублей. Я заработал 8500 рублей на своем газели, так скажем. Ну, мы сейчас поделили его, конечно, с братом, да, допустим, там по 4500 или по 4000.
Обычно как работают другие ребят? У каждого разные договоры. Смотрите, вот приведем пример, да, какой-нибудь из вас покупает «Газель» и хотите работать. Вам нужно будет найти напарника, которому вы будете оплачивать 2500 рублей, ребят. Вот представьте, вы заработали 10 тысяч рублей, у вас уходит 1000, там 1500-2000 на топливо, 2500 вы отдаете ему, рублей 6500 остается вам. А бывают дни, где вы будете зарабатывать больше 15 тысяч рублей. Так что мой вам совет, ребят, лучше, чем такси, кто хочет работать вот по грузоперевозке, номер телефона вот на экране, ребят, напишите, вас подключат к Яндексу, таксопарк Ватан, мои земляки, мои братья, с ними я уже 3-4 года работаю и сотрудничаю, никаких проблем ни разу не было, алхамдулилля. Пишите от имени меня, вас обязательно подключат. По поводу профиру тоже заходите, зарегистрируйтесь. Я уверен, что у вас получится. Просто тут такой момент, ребят, по поводу вот всего этого, да, Яндекс и Профиру — это такая площадка для вас, где вы можете находить своих клиентов постоянных. Все, конечно, зависит от вас, как вы будете работать, да, как бы. Бывает же там довольные и недовольные. Вот я всегда, допустим, на позитиве, всегда в хороших отношениях с клиентами, да, вот, чтобы находить постоянных клиентов, надо всегда быть на позитиве, не поднять цену, качественно выполнять свою работу. Вот из-за этого у нас очень много своих постоянных клиентов. Мы в основном сейчас берем заказы у своих клиентов постоянных. И причем то, что они платят нам больше, чем обычно. И плюс у нас никто не снимает комиссию, ребят. Так что вот такой вот мой совет вам. И на будущем, ребят, иншаллах, как говорится, я планирую снимать побольше хороших, полезных видеороликов для вас. Все о жизни в Москве, работа, бизнес, там спорт, другие моменты. Кому что интересно, обязательно пишите, братья, в комментариях. Иншаллах, если нам понравится, нам будет интересно, мы обязательно заснимем. И самое главное, ребят, если вы увидите какие-нибудь ошибки, недостатки в этом ролике, ребят, пишите в комментариях, я это исправлю, проблем вообще никаких не будет. Да, брат? Ну вот. Я иногда, раньше были такие моменты, знаете, ребят, ну трудно было снимать, я вот, давайте вот просто покажу, смотрите. Вот столько следи, это все мои следи. Вот я пока ходил, снимал, чтобы мне никто не мешал, но все равно вот дяденька какой-нибудь, какой-то точнее, вот с собакой. В общем, ребят, обязательно подпишитесь, кто не подписан на меня. Если понравилось, поставьте лайк, если нет, дизлайк, мне не важно. Главное, чтобы вы показали актив, главное, чтобы я понял то, что понравилось ли вам или нет. Всем мира и добра. Ассаламу алейкум.